9 мая – один из самых важных праздников для нашей страны. Великая Отечественная война закончилась 78 лет назад. Эта война изменила ход мировой истории, судьбы людей и карту мира. Наш народ противостоял мощному натиску высокоорганизованного и хорошо вооруженного противника – нацистской Германии и ее союзников. Мы выстояли и победили. День Победы – это праздник, объединяющий поколения. Наша задача – сохранить память о подвиге народа, который своим единством и сплоченностью, трудолюбием и самоотверженностью, невероятной любовью к родине обеспечил нам мир, свободу и независимость. В Канаше с Днем Победы поздравили участника Великой Отечественной войны Владимира Рожкова. Он стал единственным ветераном в Канаше, кто встречает 78-ю годовщину Великой Победы. В декабре Владимиру Васильевичу исполнится 100 лет. Владимира Рожкова, окончившего 2 курса Тамбовского автомобильного техникума, прежде чем отправить на фронт в июне 1941 года, направили в Брянскую область на строительство заградительных укреплений, рытье противотанковых рвов. Осенью того же года парень стал курсантом военно-пехотного училища, дислоцировавшегося в Комсомольске-на-Амуре, где он проучился до апреля 1942 года, затем фронт. Тяжело раненый Владимир Рожков до января 1943 года восстанавливал здоровье в Бугурусланском госпитале Оренбургской области. Признав его негодным к строевой службе, комиссовали, но комиссованного Рожкова выучили на связиста, и он продолжил службу в батальоне связи номер 642 Первого Украинского фронта, обеспечивая устойчивую связь между войсковыми подразделениями. Победу Владимир Рожков встретил в Чехословакии, в городе Градец-Крылово, рядом с Прагой. В августе 1945 года их перебросили в Западную Украину для борьбы с бандеровцами. Домой Владимир вернулся только в апреле 1947 года. 2 года, 3-й и 4-й курсы проучился в техникуме и с дипломом техника-механика автомобильного транспорта прибыл в город Канаш и остался в нем навсегда. С Днем Победы ветерана Владимира Рожкова поздравили военный комиссар Чувашской республики Бахтиер Холиков, канашский межрайонный прокурор Сергей Фирсов, военный комиссар по городу Канаш, Канашскому и Янтиковскому районам Евгений Семенов. Стояли независимости нашей страны, защитили самое дорогое, что у нас есть, родную землю, мир и свободу. На ваших примерах сегодня на территории нашей республики мы проводим достаточно много мероприятий патриотического характера среди подрастающих поколений. На ваших примерах сегодня наши воины, защитники, наши офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты героически выполняют свой воинский долг в ходе специальной военной операции. Уважаемый Владимир Васильевич, примите самые искренние поздравления от министра обороны Российской Федерации, от командующего войсками Центральной, от себя лично, с наступающим Днем Великой Победы. Большое вам спасибо, низкий поклон за победу, за свободу, за мир. Дай Бог вам крепкого здоровья, добра, достатка. Спасибо большое. Завоевали эту победу, вырвали ее у врага. Но, к сожалению, многие наши боевые товарищи сложили голову в ту войну. И мне хочется от себя лично, от горожан, пожелать вам долгих-долгих лет еще жизни, здоровья. Вы единственные остались у нас участник войны. И дай Бог, чтобы все-таки мы из года в год еще продолжали с вами встречаться, чтобы вы всегда были в таком же настроении, чтобы вы всегда присутствовало чувство духа и показывали пример нашей молодежи. Низкий вам поклон. Многоуважаемый Владимир Васильевич, позвольте от лица прокуратуры Чувашии, от сотрудников Канашской межрайонной прокуратуры
выразить вам слова глубокой признательности за ваш ратный труд, за ваш подвиг и поздравить вас и всех жителей города, гостей с наступающим праздником, днем нашей Великой Победы. Благодаря вам мы сейчас под таким ясным солнечным небом ваш ратный подвиг, кровный подвиг вас, вашего поколения позволяет нам мирно жить, строить города и развиваться. Особенно значим этот праздник в нынешней непростой геополитической ситуации. Не буду много говорить. Владимир Васильевич, еще раз с глубоким уважением желаем вам долгие лета, бодрого здравия, чтобы каждый день дарил вам радость, чтобы ваши близкие, родные, прежде всего дети, внуки, уверен, что правнуки ежедневно радовали вас своими успехами. Благодарю вас с праздником. Владимира Васильевича также поздравляли фронтовыми песнями под красное знамя творческий коллектив «Россияночка». У солдата выходной пугает земля, ярче солнечного дня, золотом горят. Часовые на посту, в городе весна, проводи нас до ворот, товарищ старшина, товарищ старшина. Идет солдат по городу, по незнакомой улице, и от улыбок девичьих вся улица светла. Не обижайтесь, девушки, но для солдата главное, чтобы его далекая любимая ждала. А солдат побьет кваску, курит эскимо, никуда не торопясь выйдет из кино. Карусель его помчит, музыкой звеня, и в запасе у него останется полдня, Идет солдат по городу, по незнакомой улице, и от улыбок девичьих вся улица светла. Не обижайтесь, девушки, но для солдата главное, чтобы его далекая Ученик 11 класса школы номер 9 Константин Синицын, а также воспитанники Государственного лицея, службы и управления. Настанет день, и журавли не стаи. Я поплыву в такой же земле. Из-под небес по птичьи окликая, всех вас, кого оставил на земле. Все гости этого исторического события вместе с Владимиром Васильевичем исполнили легендарную патриотическую песню нашей Родины «Катюша». Ветеран Великой Отечественной войны получил видеопоздравления от участников специальной военной операции, находящихся в момент поздравления в отпуске, из передовой. Память, она имеет начало,
не имеет конца. Вот уже 78 лет каждый из тех немногих выживших в той страшной войне ветеранов продолжает повторять: «Я остался жив, потому что кто-то погиб за меня». И сегодня вновь хочется сказать, что мы помним о каждом подвиге бесстрашных героев и в знак благодарности склоняем перед их мужеством голову.